Шауль Џьункаиԥа иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит иахьа аамҭа еилахаразы иахьышәԥшааз аамҭа ҩ-газеҭк ихьыԥшым ҩ-газеҭк рредакторцәеи нас ҳара аԥсуа телехәаԥшра иҟаҳҵаз аҳәарала абри аҩыза аиԥылара аиҿцәажәарахь еиҿышәкааз. Ҳара ҳгәы иаанагоит иахьарнахысгьы абри абас еиԥш иҟоу аформат ала мамзаргьы иҵегь инарҭбааны ҟазшьас иҳауеит ҳәа иаартны ҳгәы иҵхо азҵаарақәа рыҭара. Иахьа зегь раԥхьаӡа иргыланы ҳаиҿцәажәара хацыркуа иаҳзеиҭашәҳәар сҭахын изеиԥшроу шәнапынҵақәа рынагӡара шәалагеижьҭеи аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа, ауаажәларратә политикатә ҭагылазаашьа, нас Аԥсны инакәыршан имҩаԥысуа ахҭысқәа, урҭ зегьы ҳара ҳаҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа ишаныԥшуа ирацәоуп ажәлар ргәы иҵхо азҵаарақәа, абри аамҭа иалагӡаны имҩаԥысхьеит ирацәаны ахҭысқәа, убырҭ шәҳазрылацәажәар сҭахын, нас сколлегацәа ирымоуп азҵаарақәа иацырҵоит иахьатәи ҳаиҿцәажәара. Табу абзыршәымыз сгәы иаанагоит азҵаарақәа иқәбыргылаз даараӡа ихадароу зҵаарақәоуп. Иахьа Аԥсны аҳәынҭқарраҿы аполитикатә ҭагылазаашьа, аҩныҵҟа имҩаԥысуа ахҭысқәеи иара адәахьы ҳакәша-мыкәша иҟоу аҭагылазаашьа даараӡа ҳрызхәыцуазароуп. Аиаша азыҳәан аҳәынҭқарра ахадарахьы ҳааижьҭеи иҟаҵо маҷзаргьы иумбар залшом, ишыцәгьо урҭ иҟаз уаанӡатәи аҭагылазаашьақәа рыԥсахра. Уи акадр политика аума, уи иара ҳара ҳаҩныҵҟа имҩаԥысуа ахҭысқәа аполитикатә ҭагылазаашьа иадҳәало. Агьирахь адәахьтәи аусқәа ирызку азҵаарақәа уажә ааигәа ҳауаажәларны имҩаԥысуа аиҿцәажәарақәа, ҳарҭ аиқәышаҳаҭрақәа апроектқәа иааз ирызкны, ҳарҭ аԥхьа аполитикатә ҭагылазаашьа алхрақәа ҳаналалоз иаахтны ҳажәларҟны ираҳҳәон, ҳаартуп, иаҳҭахуп иҟаҳҵо зегьы ҳажәлар ирбартә ираҳарц азыҳәан. Уи ала ҳалагеит. Иааиз аиқәышаҳаҭра апроект ҳпарламент аҟны инаган, ҳгәы иаанагон ҳажәлар уаҩҵас ирбап, ираҳап, иалацәажәап арҭ азҵаарақәа. Алҵшәақәагьы амоуп. Уи иахцәажәо дара гәаанага змоу даҽакала иазхәыцуа азаргьы, аха зегь раԥхьаӡа инаргылан ҳажәлар рызегьы рҽаладырхәит. Аԥхьа иаҳзышьҭоу усқәа рҟынгьы ус имҩаԥысуеит ҳәа ҳақәгәыӷуеит. Рауль Џьункаич, закончилось формирование исполнительных органов власти, фактически закончилось. Я понимаю, что еще существует второй план, но мне интересно в этой связи, во-первых, по какому принципу формировались органы исполнительной власти, это первое. И второе, какая самая главная проблема была при их формировании? Во-первых, хотелось бы, чтобы наши люди знали. Мы исходили из главного принципа, что во власть должны прийти люди, которые действительно могут работать, профессионалы. Удалось нам это или нет, я думаю, что покажет время. Исходя из того, что все-таки в все эти годы лица не меняются, значительное количество людей, пришедших в систему власти на те или иные должности, это новые люди. Жизнь показывает, что какие бы ни были бы перестановки, значительная часть людей по-разному подходит к этим людям, которые назначены на те или иные должности. Понятно, что та или иная фигура устраивает одних, другие считают, что это неприемлемая фигура. И много голосов звучит о том, что от этого рейтинг власти, мол, меняется. Но, говоря о рейтинге, мы только пришли. И если уж, исходя из тех назначений, говорить о том, что рейтинг власти изменился в худшую сторону, то мы и не преследовали каких-либо задач для того, чтобы этот рейтинг сохранить таким образом.
Я еще раз хочу заметить, что мы не преследуем каких-либо имиджевых целей. Наша задача изменить положение дел в стране. И положение дел изменится. И, несомненно, это будет в лучшую сторону. Но ждать именно сегодня, после назначения каких-либо перемен, наверное, это было бы неверно. У нас есть время, и, используя возможности, которые есть у Абхазии, эти перемены произойдут. Несомненно, с этими же людьми. А тот, кто не сможет войти в эту систему перемен, не сможет создать условия для того, чтобы изменить ситуацию в своем ведомстве, в своих структурах, и я не сомневаюсь, что эти люди будут отведены от этих должностей. Придут новые люди. Это власть, и этому удивляться не нужно. Меня интересует, испытывали вы все-таки кадровый дефицит при назначении? Предложений по кадрам много. Но именно те, которые нужны, те, которые необходимы как профессионалы, к сожалению, не всегда мы их находим. Я предлагал многим ребятам, лицам, которые находятся за пределами Абхазии. К сожалению, не все готовы возвращаться в Абхазию. Связано это с определенными вопросами, которые известны всем. Наши уровни заработных плат, наше состояние по поддержке того или иного, предположим, чиновника, чтобы он работал качественно, достаточно низкие. И не все соглашаются с возможностью работать, какая бы ни была высокая должность у нас в стране. Но есть и те, кто согласился и готовы прийти работать с нами в этих трудных условиях. И значительная часть этих людей связана с работами в правоохранительной системе, в прокуратуре. И я уверен, что их помощь, их знания содействовать будут процессу перемен в этих структурах, а потом уже и дальше в остальных направлениях деятельности. В обществе бурно обсуждаются критерии отбора тех или иных кандидатур на какие-то отдельные, на должности. Да? И во время выборов мы очень много говорили о конкурсном отборе. Я понимаю, что эта система у нас не апробирована, последние 20 лет этого не проводилось. Но, на мой взгляд, мне кажется, что этот конкурсный отбор стоит применить, допустим, легче будет апробировать в творческих коллективах, в научных учреждениях. И вот мы на государственном канале собираемся объявить конкурс на замещение вакантных должностей, конкурс проектов. Это болезненный процесс, кто-то не выдержит наши условия, наши требования, которые мы будем предъявлять. И поэтому я хотела бы спросить, получим ли мы в этом поддержку государства? Я думаю, что мы не просто заявляли о необходимости вот как раз-таки перемен в этой части деятельности государства. Мы и сейчас заявляем о том, что этот процесс будет запущен. В парламенте есть проект закона о государственной службе, где предусматривается как раз-таки и работа по части отбора людей на конкурсной основе. Несомненно, это нужно делать. Без этого мы не сможем. И кто сказал о том, что министры, руководители низовых звеньев должны сидеть годами и занимать эти кресла? Конкурс – это возможность выбрать лучшего. И дальше отслеживать эту ситуацию работы того или иного чиновника. И я не сомневаюсь в том, что это будет реальной, полезной действительностью. Несомненно, это принесет пользу. Уже даны соответствующие команды в различных структурах начать процесс проработки этих положений по отбору как раз-таки людей на конкурсной основе. Да, пока еще этого закона нет. Но кто нам мешает это делать? Нет никаких запретов на такого рода действия. К сожалению, еще раз говорю, при формировании кабинета министров сделать это быстро в установленные сроком законы в 2 недели практически невозможно. Но мы пытались и здесь производить соответствующий отбор людей, которые готовы были бы работать вот с нами в направлении именно перемен в государстве. Я, несомненно, вижу в этом пользу как раз-таки в том, чтобы процесс установления таких отношений в чиновничьих структурах, связанных с конкурсом, был бы реализован.
какие вы задачи поставили перед этим правительством? Долгосрочные, краткосрочные? Как оценивать потом вот результат, тот результат, который будет правительство выдавать? Ведь сейчас, если этих задач вот как бы таких не будет поставлено, потом будет очень сложно судить, хорошо отработали или нехорошо, справились, не справились. Ну, я думаю, что я не открою никаких секретов новых. Есть каждодневные задачи. Задачи первого плана. Это работа правительства, нацеленная сейчас на то, чтобы пройти вот так называемый сезон. Это важная составляющая нашей жизни. Вот деятельность в этом направлении приносит определенные суммы в самый сложный период в бюджет нашей страны. Сейчас идет процесс формирования нового бюджета на 2015 год. Мы многое что упустили в связи с теми процессами и событиями, которые были в нашей стране. Те цифры, которые заложены в так называемый индикативный план, я уже об этом говорил, они нереальны. Теперь по новой приходится говорить о возможностях сведения этих цифр к большей действительности, к реалиям, которые есть у нас. Мы должны исходить из действительных параметров, которые у нас есть. К сожалению, мы буквально на днях говорили, у нас существует значительное количество предприятий и организаций на бумаге, но не приносящих каких-либо дивидендов в бюджет нашей страны. Но никто их не ликвидировал. Они есть, они продолжают существовать, у них печати, у них соответствующие разрешительные документы. То есть они работают на конкретных отдельно взятых людей, а не на государство. Поэтому менять нужно эту ситуацию. Это то, что касается вот планов на короткий период. Но есть планы, о которых мы говорили. Идет процесс работы над основами социально-экономического развития Абхазии. Мы представили когда-то вот во время выборной кампании те основные параметры, на которых будет зиждиться этот документ. Но сегодня, исходя из того, что мы увидели, реально увидели то, что происходит в экономике, и исходя из того, что те имеющиеся основы нам позволят более объективно создать этот документ. Даны соответствующие поручения, идут работы не только с нашими специалистами, а с людьми, которые готовы подключиться к этому процессу извне. Нам нужен паспорт Республики Абхазия, в котором будут отображены все направления деятельности. Где у нас слабые места, на что мы должны обратить внимание, каким образом исправлять эту ситуацию. Вот эти задания даны, и работа в этом направлении идет. Есть задачи, которые должны быть растянуты на больший период. Вот есть такая установка проработать соответствующие планы до периода 20-25 годов. Это стратегия на длительный период. Несомненно, и этот документ мы создадим. Главное, чтобы то, что изложено на бумаге, реализовывалось на деле. Раф Джумкович, каждое правительство, приходя к власти, говорит о необходимости проведения инвентаризации. Меня интересует, будете ли вы проводить инвентаризацию, в какие сроки это будет проводиться и насколько гласно? Касательно как раз таки этой темы, я только что говорил о паспорте республики. Это как раз таки возможность понять, что у нас есть, чем мы обладаем, какими ресурсами. К сожалению, я еще раз хочу заметить, вот значительное количество вопросов связано с проблемами недвижимости, с ресурсами, которыми мы обладаем. До сих пор у нас окончательного ответа по этим вопросам нет. И поэтому нам нужно в достаточно кратчайший период времени провести эту работу. Работу по учету, что имеет Республика Абхазия. Значительное количество объектов, которые сегодня есть в Абхазии, вот и той же курортной сферы, отданы. И никто не собирается их отнимать. Ни у кого. Просто нужно правильно провести соответствующие работы по их использованию, получению дивидендов от этих предприятий. Мы должны знать, какое количество предприятий, в каких, как говорится, отношениях находится с тем или иным арендатором или тем или иным, как говорится, человеком, который получил возможность работать с этими объектами. Значительное количество тех объектов, которые никак не задействованы в наш экономический процесс, должны
вот быть определены четко, какое их количество, почему они не работают, кто за этими объектами стоит. И если никаких движений дальше не будет, ставить нужно вопрос возвращения их в лоно государства, в собственность государства, и по-новому заявлять о возможности дальнейшей работы по этим объектам. Несомненно, так и будет сделано. Несмотря, кто бы это ни стоял за каким-то объектом. На данном этапе это пока волевые решения, но нужны соответствующие изменения, должны новые проекты законов, которые позволят нам возвращать такое имущество в собственность государства. У нас вот все эти годы вообще о коррупции только ленивый не говорил. И ваш предшественник, кстати говоря, на этом посту, он тоже как бы пришел к власти в основном на той волне, что он вот наведет порядок. И даже какой-то был момент в начале, что там Генпрокуратура что-то зашевелилась, потом, правда, все это быстро прекратилось. Сейчас у нас новый генпрокурор. И он сделал достаточно, на своей пресс-конференции, сделал достаточно ряд таких жестких заявлений о том, что будет беспощадно с этим явлением бороться. И последние недели, 2, мы видим, что вот идет какая-то определенная работа, процесс пошел. Но вот насколько это вот будет таким реальным процессом. Насколько Генпрокуратура имеет карт-бланш действительно все привести в закон? Прокуратура свободна, и действовать она должна в соответствии с законом. Никакого телефонного права быть не может. Если есть нормы закона, позволяющие прокуратуре действовать для того, чтобы изобличить того или иного коррупционера, те или иные структуры, которые занимались этими процессами, то прокуратура должна довести то, что она заявила на этом этапе, до конца. Никаких противодействий этому процессу быть не может. Во-первых, глава государства. Я лично заинтересован в том, чтобы это было в соответствии с законом. И те уже заявленные генпрокурором о том, что возбуждены уголовные дела, это начало. Я не сомневаюсь в том, что работы будут продолжены. Никто их остановить не сможет. Суммы, о которых идет речь, они значительны. И, несомненно, я уверен, в ближайшее время генеральный прокурор выйдет к журналистам, тоже расскажет о тех процессах, которые уже начаты. И речь идет о колоссальных суммах. И если государство действительно хочет изменить положение дел в этом вопросе, оно не должно противодействовать. А наоборот способствовать тому, что оно было доведено до конца. Мошенничество, предпринимательская деятельность. Да? Вот я перечисляю те статьи, которых упоминается генпрокурором. И в данной ситуации это Черноморэнерго и ЮСК. Но мы помним, что с Черноморэнерго было связано более громкое дело, скажем так. Тогда возник вопрос о Сухумской гидроэлектростанции. Я вот, честно говоря, по тем заявлениям, которые делает сегодня Генпрокуратура, я не уверена, что они не захлебываются в том потоке дел, который на сегодняшний день у них имеется, с которыми им надо разобраться. Будут ли привлекаться какие-то силы извне, потому что совершенно очевидно, что самостоятельно они это не потянут. Я могу еще ряд дел перечислить, которыми им положено бы заниматься. Но несомненно, нужны будут специалисты в той или иной области для того, чтобы провести соответствующие работы, связанные с теми же финансовыми потоками, которые шли, которые куда-то в конечном итоге исчезли. И для этого нужны будут действительно люди, которые знают. Привлекаться будут специалисты на экспертном уровне. Или вы будете приглашать, может быть, на работу кого-то, я не знаю, каким-то образом рассматривается вообще это? Но я думаю, что пока речь идет об экспертных оценках той или иной деятельности. Сами же наши сотрудники прокуратуры способны разобраться в этих вопросах. Я не думаю, что они могут захлебнуться в этих потоках, которые сегодня уже есть.
надеюсь на то, что знания и опыт этих людей позволят нам совершенно по-другому, потом уже в какое-то ближайшее время увидеть результаты их деятельности. Но объемы работ действительно будут большими, несомненно будут большими. На что вы все-таки будете делать акцент, чтобы я не знаю, но постепенно мы начали, у нас экономика ожила, и мы начали зарабатывать сами уже. Инал, я думаю, что как раз таки сам ты заметил, что мы стали зависимым от того потока денег, которые идут в качестве российской помощи. Но и следует заметить, что поток этот стал уменьшаться из года в год. Наверное, как результат процесса, который оказался видимым и для российской стороны. Мы должны были за все эти годы правильно использовать эти средства для того, чтобы завтра опять не ходить с протянутой рукой. К сожалению, мы много критиковали эту ситуацию, но результат оказался достаточно плачевным. Сегодня, если посмотреть на те бюджеты предыдущих лет, по-моему, в 2012 году общая сумма бюджета составляла порядка 9 миллиардов с чем-то. Затем этот бюджет уменьшался из года в год. И при этом порядка 70% от общей суммы бюджета составляла российская помощь. Так практически и сегодня продолжается выстраиваться бюджет. Те 3 миллиарда, о которых мы часто говорим, как наши собственные возможности с хвостиком, они тоже складываются практически из той же российской финансовой помощи. Сказывается так называемый мультипликативный эффект. Если денег этих не будет, то и этих 3 миллиардов, к сожалению, может и не быть. Они станут намного меньше. Поэтому нам нужно изыскивать свои собственные возможности, о которых мы все время говорили, но ничего не делали. Сегодня, за короткий промежуток времени нахождения в качестве главы государства, я встречался со многими людьми, которые заинтересованы в том, чтобы войти со своими инвестициями в Абхазию. Мы должны дать возможности работ этим направлениям. И значительное количество этих направлений действительно будут полезны. Это в аграрный сектор. Это те сферы деятельности, которые у нас действительно лежат на поверхности. Рыбная отрасль. Иметь возможность жить на берегу моря и при этом не иметь рыбу на столе наших граждан, это, наверное, просто тоже не совсем верный подход. Мы должны работать в этом направлении с теми людьми, которые предлагают свои услуги в этом отношении. Инвестиции, которые они готовы внести сюда, значительны. И они дадут нам возможности развития нашей экономики. Меньше потом запросов на российскую финансовую помощь. Это разные направления. Аграрный сектор, я уже сказал. Достаточно активные запросы на эту деятельность. С учетом тех процессов, которые складываются в отношении России с санкциями, мы могли бы не все объемы, но какую-то часть заместить. Есть вопросы, связанные с интересом к нашей воде. Есть вопросы, связанные с теми природными ресурсами, которые еще в советское время разрабатывались и приносили в доход Абхазии ту или иную возможность. Тот же доломитовый рудник, который есть в городе Творчал, он интересен сегодня. И люди готовы начать эти процессы работы. Есть вопросы, связанные с нашим транзитным коридором. То узкое плечо, которое есть от порта до границы России, тоже представляет интерес для многих бизнесменов. Есть вопросы, связанные с организацией работ по зерновому терминалу. И это позволит, если в общей массе всех этих предложений провести соответствующие подсчеты, то сумма соответствующих возможностей возрастет для маленькой Абхазии
до порядка 50-60 миллиардов в год. Мы понимаем, что это за 1 год, за 2 года, за 3 года решить невозможно. Но начинать-то надо. Сегодня уже нужно начинать это. А было, наверное, даже и нужным начинать еще вчера это. Вы не первый президент, к которому приходят инвесторы, да, и я многих знал, которые вот они приехали, такие счастливые, приехали в Абхазию, встретились с президентом, и ты их на следующий день встречаешь, и у них одни положительные эмоции, вот нам обещали, все будет хорошо, там же зеленая дорога и так далее. Но потом я видел несколько таких бизнесменов, которые уже через какое-то время, у них не было этой улыбки, не было этого жизнерадостного настроения, и они как-то исчезали. А те, которые остались, они, наверное, тот день, когда попали в Абхазию со своими деньгами, наверное, вот это для них какой-то такой черный день календаря. Насколько вы готовы действительно содействовать для того, чтобы гарантировать такого рода бизнес? Я буквально на встречах с некоторыми возможными инвесторами услышал от них о неких процентах, которые и в предыдущие годы озвучивались нашими властями. И они ставили передо мной этот вопрос. Будут ли такого рода отношения, будут ли ставиться такого рода задачи перед ними, что вызывало, честно говоря, и у меня, и у тех, кто со мной сидел, некую оторопь. О чем речь? Об откатах тривиальных? Я не думаю, что это откатами называется. Это называется процентами возможного участия тех или иных Может, я не очень профессионально выразилась, да? людей в процессе развития этих инвестиционных отношений. Президентская доля. Не знаю, как она будет называться, какой, как говорится, она выйдет долей. Но я думаю, что такой подход неуместен. Человек, идущий к нам со своими инвестициями, он уже рискует. Потому что у нас нет возможностей, страховых рисков, обеспечить этой возможностью человека создать условия для того, чтобы он был гарантирован. И поэтому абхазская сторона должна взять на себя ответственность обеспечения этих рисков. Каким образом? Мы уже буквально на днях подписали соответствующий протокол о намерениях с одной из такой структур, которая от нас не требует каких-либо условий. Она иметь будет свои возможности с теми инвесторами, которые будут идти в Абхазию. То есть у нее все это просчитано, эти условия. Страховую компанию, да, которая, да. И она готова нам в этом процессе содействовать. Но и мы должны создавать условия обеспечения не только законами, которые позволят им минимизировать риски в части касающейся финансов, но и вопросы, связанные и с физическим вопросом, обеспечением их безопасности нахождения на нашей территории. К сожалению, у нас, вам всем известно, такого рода события имели место в Абхазии. И при том, что многие говорят, что наши налоговые и другие законодательные основы достаточно не позволяют, это делать. На самом-то деле инвесторы говорят о том, что их устраивают как раз таки параметры этих налоговых обложений. Где-то нужно будет и еще раз просмотреть и изменить эти вопросы. То есть создать максимум условий для того, чтобы инвестор пошел. И они пойдут, несомненно пойдут. Даже при тех условиях, которые есть сегодня. Просто нужно реально создать условия с теми инструментариями, которые у нас есть. Это законы, это правоохранительные органы. Все то, что позволит обезопасить инвестора и его инвестиции на нашей территории. Очень часто говорят о том, что мы имеем возможности продавать нашу воду. Меня интересует, а что есть люди, которые пришли и сказали, что они готовы покупать воду? И что их интересует именно в нашей воде? Почему нельзя купить где-то ее ближе? Почему мы так уверены, что нашу воду будут покупать? Исходя из того, что все-таки мы видим, какие процессы происходят вокруг нас. И те претенденты, которые готовы начать эти работы,
представляет свои материалы, свои доказательства, свои аргументы необходимости проведения именно вот такого рода работ на нашей территории. Я буквально на днях говорил с одним из руководителей такой компании. То есть это реальная компания, которая пришла и сказала, что вот они готовы возить воду в Абхазии. О каких объемах идет речь? О значительных объемах, которые позволят, я еще раз говорю, в бюджет Абхазии вносить суммы порядка почти 30-40 миллиардов рублей в год. Но это не вопрос, который будет сегодня прямо решен. Нужны работы, нужны исследования. Я вот хочу просто, чтобы вы знали, аллювиальные почвы, которые, мол, есть в Абхазии, и вот реки, которые у нас, проходят через вот эти слои. И качество воды совершенно другое. Вот по данным тех же вот структур, в России всего несколько рек таковых. У нас в Абхазии значительное количество вот таких возможностей. Знаю, что на грузинской стороне, в районе Анакли, готовят вот такого рода предприятия. Почему мы должны упустить такие шансы и возможности? Но все это связано и с вопросами экологии. Все это нужно прорабатывать. Об этих вопросах нужно говорить открыто с нашим обществом. И при готовности абхазской стороны такие работы будут начаты. То же самое касается, предположим, того же вопроса рыбной отрасли. Сегодня плохо-хорошо занимаются рыбной ловлей и наши, и турецкие семьи. Много, как говорится, вопросов, связанных с тем, о нарушениях экологических ловли рыбы. Нам предлагают те же представители инвесторов создать садковые хозяйства непосредственно в самом море, чтобы увеличить количество рыбы, создать условия начала нового производства на берегу, производства экологически чистого. И отказываться от этого, я думаю, не резон. И в этот процесс нужно включать всех тех, кто готов работать вместе с этим инвестором, с нами, с государством. Есть идея такая о создании именно структуры, которая будет заниматься вопросами привлечения инвестиций и ведения их также дальше. То есть контроля за положением дел в этих работах. И мы говорили и с премьер-министром о необходимости создания такой структуры. Я предполагаю создать ее в рамках аппарата президента с последующей передачей всех этих работ непосредственно в систему кабинета министра. То есть должен быть жесткий двойной контроль, чтобы не допустили мы тех процессов, которые, к сожалению, имели место ранее. И, несомненно, это даст результаты. Я говорил и о возможности создания внутри нашей страны неких корпораций. Может быть, слово громко звучит, но мы можем создать по направлениям деятельности в сфере туризма, в аграрном секторе. Мы должны создать возможности для того, чтобы в эти корпорации привлекались большее количество объектов, людей, которые позволят увидеть, предположим, тому же предполагаемому инвестору ту собственность, которая есть в Абхазии. То есть она должна быть гарантом входа этих инвестиций на нашу территорию. Мы должны говорить о создании условий для того, чтобы был рынок ценных бумаг для этих же корпораций. Если мы это сделаем, то вера в то, что мы действительно сможем изменить положение дел в экономике, со стороны тех же инвесторов будет достаточно более уверенной и сильной. Мы говорим о создании возможностей для того, чтобы Абхазия состоялась в плане экономического развития и неких возможностей, которые есть у нас внутри. В увязке к тем же коррупционным схемам. Если мы эти возможности, которые есть у отдельно взятых структур, личностей, урежем, то эти деньги должны пойти в государство. И
Мы говорили с Национальным банком, с руководством Национального банка. Есть там тоже соответствующие резервы, которые позволят нам создать некий фонд, резерв для государства, который в последующем можно было бы использовать по тем или иным направлениям. Эти деньги должны стать основой возможного вхождения в Абхазию этих инвесторов. То есть гарантией. И я думаю, что эти суммы будут значительными. Как раз таки, если мы решим проблему коррупционных о новом проекте договора с Россией. И эта тема действительно у всех на устах. В какой стадии находится сейчас эта ситуация? Там договор, абхазский вариант окончательный готов, я так понял. И что дальше? Начну с того, что, во всяком случае, с момента получения этого документа, российского проекта, как мы и ранее заявляли, что мы открыты и хотим все, что делается этой властью, было бы на виду нашего общества. Исходя из этого принципа, мы представили в парламент этот проект. И мы заявляли о том, что со многими пунктами, которые имеют место в этом документе, и президент, и многие те, кто работал над этим документом с момента его получения, мы были не согласны. И мы хотели получить соответствующую поддержку парламента в этом вопросе. И поэтому парламент получил возможности обсуждать этот документ, что дало, я думаю, положительный импульс в последующем и для общества, чтобы они активно включились в процесс обсуждения документа и его положений. Если бы ранее это делалось, в части касающейся такого рода документов, может быть, многие вопросы не были бы болезненными. Это в части касающейся железнодорожного кредита. Мы знаем, как этот документ вообще проходил в структурах власти. Если бы все эти документы, которые были ранее, имели бы возможности быть увиденными и обсуждаемыми были бы, то отношения и с Российской Федерацией были бы на совершенно другом уровне. Другие были бы возможности открытого разговора. Нас российская сторона бы совершенно по-другому воспринимала бы. К сожалению, исходя из тех ошибок, которые были сделаны предыдущей властью, в части касающейся и договора по железной дороге, по кредиту уже и по соглашениям очень многим, да? И по соглашениям, которые принимались и подписывались без практически обсуждения в парламенте, то мы как раз таки пошли по другому пути. То, о чем я говорил в начале. И это дало определенный результат. Сегодня фактически та рабочая группа, которая была создана в парламенте, предложила свой вариант. И потом уже дальше вместе с аппаратом президента и рабочей группой парламента был создан другой вариант документа. Но наши люди должны знать, существует определенная схема, структура этих документов, изменить которых невозможно. Но суть и содержание этого документа мы предложили свое видение. Мы учли те предложения, которые подавались и представителями различных других общественных структур, депутаты первого созыва. Но включить в документ все то, что предлагалось, это практически невозможно. Но именно обобщенные материалы позволили нам иметь уже совершенно другой документ. Положения этого документа отличаются от того, что было предложено российской стороной. И этот документ в качестве проекта абхазской стороны отправлен российской стороне. И мы будем дальше продолжать обсуждать и говорить о возможностях работы над этим документом в дальнейшем. Есть ли какая-то реакция уже с Москвы? Пока нет. Многие, мне кажется, вообще не читали документ. Ни одного из проектов в реальности не читали. Но и это как все в черно-белом телевизоре. Да? Там не нужен нам договор, нужен, то есть без разницы какой договор, но там он нам не нужен, говорят. Что будет, если мы
этот договор не будет подписан. То есть мы не договорились с Москвой. В конце концов, там разные варианты. Мы сами отказались вообще от договора. Вообще, какие последствия у этого? Я думаю, что многие наши люди должны понимать, что и у России тоже сложные процессы. Нам нужно понять, что это нужно в первую очередь Абхазии. Некоторые это оценивают с позиции того, что мы привязаны финансовыми вопросами к России. Так действительно, все эти годы мы получали эти возможности. И сегодня резко уйти от решения этих проблем таким образом, как некоторые предлагают, будет невозможно. Но, используя эти возможности, создав условия для того, чтобы изменить положение дел в стране, мы перейдем на качественно новый уровень. Что касается споров в части, касающейся этого документа, как ты заметил, к сожалению, многие люди, даже очень ответственные, к сожалению, не читали и предыдущих документов. Если бы они видели положение многих документов, которые были ранее подписаны, они бы столь ярко не возмущались бы по данному проекту. Придя сегодня на эту встречу с вами, я специально почитал большой договор, тот, который был подписан в 2008. Основной договор, и там было очень такие вещи, которые мне не очень нравились, я думаю, многим не понравились бы в силу той риторики, которая присутствует сейчас вокруг этого договора, и она, кстати говоря, некоторые вещи, они как раз те, которые я нашел, они как раз созвучны с тем проектом, российским проектом, который пришел тогда в Абхазию, который нам очень сильно не нравится, который мы действительно забраковали, но то, что было тогда, как-то прошло незаметно. Я еще раз говорю о том, что процесс, который тогда был по закрытости, он и позволил продвинуть эти документы таким образом. Хотя, я еще раз хочу заметить, многие материалы, которые приходили, обсуждались в очень узком кругу людей. Было много предложений, было много нареканий, но это не вышло на поверхность, и общество не знало об этом. Что касается нынешней ситуации, выйдя документ к обсуждению в обществе, мы получили разные мнения. Но есть и мнения, которые никак не укладываются с интересами взаимоотношений России и Абхазии. Определенная группа людей решает свои узкомеркантильные интересы. И связано это в большей степени с теми процессами, которые сейчас развиваются по части как раз таки коррупционных схем. То есть с возбуждением уголовных дел существует прямая связь? Я непосредственно это вижу таким образом. Попытка, как говорится, остановить эти процессы. Создать условия для того, чтобы обезопасить некоторых людей. К сожалению, я еще раз говорю, эти интересы превалируют над интересами государства. В проекте этого договора основное, большое место занимают вопросы безопасности. В этом плане, что сулит нам этот договор, если он будет принят с учетом наших предложений? Сможем ли мы реанимировать наши вооруженные силы, модернизировать наши вооруженные силы? Как журналист, освещавшая более 20 лет процесс возрождения, становления вооруженных сил и в войну, и после, могу сказать, что и на примере моих видеосъемок, которые у нас есть, можно продемонстрировать, что наши вооруженные силы сегодня и в качественном, и в количественном плане намного отстают от того, что было лет 10 и 15 тому назад. У нас нет боеспособной армии, которая соответствовала бы каким-то стандартам. Многие в обществе говорят, что раз мы подпишем этот договор, у нас не будет своих вооруженных сил, своего главнокомандующего. Как проясните вы эту тему? Хочу сразу заметить всем, и для всех это должно быть понятно. Армия у нас есть, качественный ее уровень, конечно, достаточно, требует совершенно других подходов. Наши финансовые возможности, к сожалению, пока не позволяют это сделать. Но армия есть. Ее количественные параметры далеко отличаются от того, что было послевоенный период.
но она реально живет. Пытаются ребята строить эти отношения внутри армейских коллективов так, как это требуют сами уставы. Но хочу, чтобы знали наши люди, для того, чтобы одеть солдата с ног до головы, экипировать и создать ему реальные возможности для того, чтобы он служил, требуются огромные деньги на одного только солдата. Для того, чтобы решать вопросы модернизации нашей армии, нашими собственными возможностями, если мы будем говорить и исходить из них, то мы можем всего приобрести порядка 20-25 танков. Без всякого рода боекомплектов и всех остальных необходимых для того, чтобы вести в современных условиях. Современные условия ведения войны совершенно другие, буквально даже от того, что было 20-22 года тому назад. И поэтому мы должны исходить из того, что российская сторона готова нам помочь в этом. Создать возможности для абхазской армии. И мы не можем отказаться от этого. А что касается так называемых подразделений, о которых речь идет в данном соглашении, то речь идет о оперативной группе в мирное время, о паритетных началах существования такого рода подразделений, которые позволят нам формировать соответствующие документы, создавать условия возможного координирования деятельности наших подразделений и российской стороны, российской военной базы. Но в случае наступления войны или агрессии, то речь идет о возможности объединения усилий отдельно взятых подразделений для координации деятельности работ в условиях войны. Но мы заложили, что такого рода структуры действовать будут с согласия главнокомандующего абхазской стороны, то есть президента абхазского государства. Такие положения заложены и в договоре о военной базе. И мы ничего нового здесь не придумали. И абхазская сторона, и наши люди не должны бояться этих документов. Это возможность изменить в части, касающейся военной тематики, ситуацию с учетом складывающихся реалий по отношению к Абхазии, тех процессов, которые происходят вокруг нас, вокруг самой России. И здесь какой-либо опасности по минимизации суверенитета страны нет и быть не может. Я просто насчет обороноспособности, боеспособности нашей армии говорю на том основании, что я помню, сразу после войны в 95-м, 6-м, 7-м, и очень долго у нас были все рода войск. Морские силы у нас были, у нас даже ПВО у нас было. Я помню, что наши морские силы могли реагировать, когда на абордаж брали корабли. В пределах нашей акватории они довольно эффективно действовали. Иногда так бывало. Сейчас у нас всего этого нет. Сможем ли мы это качество хотя бы восстановить, улучшить? Я не знаю, что сделать, чтобы это все соответствовало современным меркам. Для того, чтобы эти качества изменить и восстановить, нужны отношения с Россией, нужны отношения с тем же российским военным ведомством. А просто сидеть сложа руки, сами по себе дела не делаются. И условия ведения современной войны совершенно другие, я еще раз хочу заметить. И мы должны исходить из того, что на сегодняшний день угрозы реально существуют. И мы должны быть готовы к развитию событий, которые могут иметь место. Наши подразделения, они должны сохраниться. Мы говорим о возможностях совершенно другого подхода по подготовке резервистов. Должен быть новый закон о резервистах. По той же аналогии с швейцарской системой, которая позволит нас всех привлечь к этому процессу, начиная от самого президента. Я ничего нового не придумал. Это существует уже в мировой практике. Определить категории возрастные, может быть, даже сроки службы в нашей армии, может быть, и нужно будет сократить. Но прохождение службы в резерве будет совершенно другим. Разделив на возрастные категории, в году
каждая из этих возрастных категорий должна проходить соответствующий сбор. Я еще раз хочу заметить, вот начиная от президента. Ничего страшного это не приведет в нашу жизнь. Мы наоборот как раз таки, вот, может быть, и создадим условия сближения всех наших позиций в этом коллективе армейском. Мы должны лучше знать друг друга, мы должны видеть чаще друг друга. А это как раз та возможность, которая будет способствовать этому процессу. Резервистом не должен быть только один крестьянин или парень, как говорится, с деревни. Резервистом должны быть все, начиная от президента, чиновники, министры, которые должны проходить в определенный промежуток времени сборы, и они должны знать, что такое оружие, как им пользоваться, как вести себя в условиях военного времени. Это нормальный процесс. Много нареканий было по поводу сроков подписания договора. Мне очень интересно, почему все-таки вот такие были определены такие сроки 27 октября, по-моему. Зида, я могу тебе признаться, никаких сроков не было. 27 октября называлось для того, чтобы мы в составе рабочей группы подготовили к этому времени... Это я называл. Что мы подготовили соответствующий проект к этому времени. До конца года. Почему? Потому что формируются условия реализации многих проектов в новом году. Мы должны иметь возможности решения этих проблем с позиции финансов. А если все эти годы последние бюджет Абхазии формировался с помощью Российской Федерации, и он был достаточно объемным, то практически мы можем получить только свои собственные возможности в 3 миллиарда, которые не решат многих наших проблем. Несомненно, кто бы ни пришел в результате тех выборов, каждый из тех, кто был кандидатом, а потом стал бы президентом, реализовывал бы точно так же в соответствии с теми программами, которые стоят перед твоим народом, перед нашей страной. И другого подхода просто быть не может. Если этот договор не будет подписан до декабря, вот то повышение зарплаты, которое планируется согласно этому договору для наших служащих, там, для представителей военных, правоохранительных органов, этого повышения, значит, не будет. Так я понимаю? Но если мы не заложим в предполагаемые наши проекты бюджета эти ситуации, то, конечно, они не будут. Но мы хотим как раз-таки с учетом тех возможностей, которые Россия нам предоставит, заложить эти планы в предстоящий бюджет. И тогда у нас реализация этих возможностей будет осуществима. Смена власти в стране – это вот всегда болезненный процесс, тем более, если этому предшествовала там досрочная отставка президента, а до этого еще раскол в обществе, как говорят, длиною там в 10 лет. И сейчас многие говорят, что хотят объединиться. Вот как вы думаете, как объединить народ? И что такое объединить народ? А вокруг чего, как? То есть вот вопрос идеологии. А какие основные составляющие нашей идеологии? Кто ее формирует? Ну, что касается объединения, мы должны в первую очередь понять, что объединяют нас не должности и не чиновничьи какие-то возможности. Объединяет нас действительно идеология. Но и не учитывать то, что в структурах власти должны быть представители различных воззрений, различных направлений политической деятельности, наверное, было бы неверно. Но сегодня вот кабинет министров, который мы формировали, представлен и людьми разного политического толка, разных политических интересов. И, несомненно, это даст возможность еще более потом активно работать в том, чтобы кабинет министров, все те чиновничьи структуры были бы представлены людьми разных политических партий, возможностей, которые реализуют многие потом задачи. Что касается единения наших людей, наверное, тот же документ, который называется проектом договора, вы только что сами сказали. В целом все общество откликнулось и говорило об этом документе в контексте практически не наших видений. Если мы правильно построим в дальнейшем свою работу, то возможности объединять наших людей
создавать условия для того, чтобы люди видели, что мы готовы совершенно по-другому решать задачи, они будут реальны. Необычность вот ваших назначений еще связана с тем, что в кабинете министров в исполнительной власти появилось достаточно большое количество женщин. Ну вот такие вот западные ориентиры, гендерный прорыв нашей... Нет, мы не против, мы хотим найти этому гендерному такому... ну, какой-то смысл, да, оправдание. Как вы это объясняете? Ну, во-первых, я выполняю пожелания людей, которые часто озвучивают свое отношение к тому, насколько женщина вовлечена в процесс строительства государства. В последние годы звучало из уст многих людей, в том числе и женщин, что нет женщин в парламенте, представлены только одной женщиной, практически нет женщин в структурах власти. Ну, и я считаю, что женщина в некоторой степени больше и тоньше понимает многие процессы. И нахождение женщины во власти никоим образом не мешает мужчинам реализовывать себя. А может быть, даже и они будут способствовать в большей степени реализации многих дел, теми же мужчинами. И, несомненно, появление женщины во власти даст толчок большему как раз-таки пониманию тех процессов, которые складываются в нашем маленьком обществе. Те противоречия, которые в большей степени возникают внутри самих вот мужчин, внутри мужской части нашего общества, женщина может больше и объективно снять эти процессы. И я думаю, что это полезно. Даже в том, как сейчас вы сидите. Я очень хочу, чтобы вот такого рода встречи имели постоянный характер, но не только с журналистами, которые здесь присутствуют. Мы будем проводить и пресс-конференции, мы будем открыто говорить о проблемах, которые есть сегодня в Абхазии. И мы вместе все должны, не обижаясь на те вопросы, которые задают журналисты, отвечать честно и открыто. Я думаю, что это позволит нам изменить и общество, изменить государство и изменить отношение к друг другу.